اسمه بقناة يوتيوب ويشتا ذكيك راقرات يبخا أمتا كزحن سخية سرخوت زمز ويشتا سخية سرخوت سدبيت Сухумская набережная, которую уже не узнать. Второй этап реконструкции в разгаре. Сначала расскажу, что сделано уже. По всей набережной восстановили 153 тумбы. Их воссоздали по старым фотографиям, дотошно, трепетно. Установили 74 фонаря, стелы. Теперь вечером здесь светло и красиво. 407 метров балюстрады. Следующее сердце реконструкции, можно так назвать, участок от Пингвина до Дема. Это не просто стройка, здесь решалась судьба нашей истории. Старый известняк набережной не выбросили, он пойдет на парапет Сухумской крепости. Археологам дали еще 1,5 месяца. Находки действительно ценные. 1,5 месяца, чтобы завершить свою работу. Для посетителей сделали смотровые площадки и пандусы 200 квадратных метров, а временный маршрут к раскопкам выложили 50 метрами брусчатки. Полностью была проведена масштабная реконструкция этого участка. Далее расскажу гранитную историю. Башкирские строители взяли участок от Дема до Синей Птицы. И они сделали так, чтобы это сохранилось на века. Гранит, потому что он не боится ни солнца, ни влаги. Ранее использовали известняк, а он не так долговечен. Наша задача заключалась сохранить исторический облик и сделать эту набережную, чтобы она прослужила 500 и более лет. Теперь нескучные цифры. Больше 1000 кубов бетона, почти 7,5 тысяч квадратных метров гранитной плитки, опоры, освещения, гранитные колонны. Как это привезли? Готовые изделия 1542 тонны, это 77 огромных фур. Сырья еще 3083 тонны, это 154 машины. Представьте, 154 фуры камня. Вот строители мощные. Далее мелочи, которые важны. Киоски на набережной появятся. Без воды и мороженого не останемся. А кто-то и без холодного пива. Будет ограниченное количество. Не пива, а киосков. Но все в едином стиле, никакого визуального шума. А в парке у памятника неизвестному солдату высадили более 1000 цветов, кустарников и растений. Благодаря слиянию растений с морским воздухом здесь дышится легко и свободно. Лавочек станет больше. Появятся урны, которые впишутся в ландшафт качественно, добротно. Так говорят и строители, и администрация. 18 тысяч квадратных метров тротуарной плитки новой, высококачественной, привезено из Российской Федерации. Далее. Аэропорт Ахуам подарил городу прекрасную сцену. Знаете, сколько раз я слышала от наших деятелей культуры, нам негде выступать в открытом пространстве, когда красотища вокруг. А вот теперь есть, да, еще и в красивом месте. А рядом детская площадка. Здесь шумно, здесь гогот. Дети забыли про гаджеты, мамы довольны. Давайте послушаем. Ну что, нравится вам? Да, очень. Часто сюда приходите? Очень. Каждый день я там живу, прихожу до вечера. А ты помнишь здесь, как было раньше? Да. А как было? Расскажи. Ну, было все поломанное, все разломанное, почти ничего не работало. А сейчас они все сделали лучше. Очень хорошее, прикольное. Не боишься упасть? Нет, я же держусь. Площадка очень хорошая, веселая. Здесь можно много развлечься и приходить сюда хоть каждый день. Нам очень нравится. Мы рады. Побольше таких площадок. Это все наше с вами. Мы гуляем здесь, мы радуемся, мы живем. Но эту красоту надо беречь, ухаживать, щадить. Это место, где будут гулять наши внуки и их внуки. И как говорил наш великий соотечественник Фазиль Абдулович, ответственность не бывает коллективной, она у каждого личная. Каждый из нас должен быть ответственным, чтобы сохранить и передать дальше. Абзираза Шахаджа Хайбабуй.
Встретимся на набережной.